Мы переживали отвержение, мы переживали недооцененность, мы переживали разного рода троллинг, предательство, буллинг, насилие. И вот когда ты внутри переживаешь это отвержение, всегда внутри тебя будет огромное желание самоутвердиться. Как только у тебя внутри это состояние, что ты можешь все, ты способен на все, это опасный путь в этой зимней колее. Запусти туда страшный бульдозер с этой штукой, который будет вычерпывать, выгребать из своего сердца все те неправильные основы, все те неправильные взгляды, все то неправильное отношение, которое ты можешь иметь и к Господу, и к людям, и к церкви в целом. Друзья, сегодня проповедь, которую я буду проповедовать, она называется «Снег в голове». Сегодня утром я открыл глаза и увидел снег на улице, но к вечеру, я так понимаю, его опять не останется. Но то, что останется к вечеру, то, что осталось к вечеру, завтра днем его уже точно не будет. Но когда-то со своей семьей мы жили в одном прекрасном кыргызстанском городе. Это город Каракол. Там зима настоящая, не такая, как в Бишкеке. Понимаете, да? Этот город кто-то, может быть, посещал. Может быть, даже есть у нас люди из этого города. Любим вас, благословляем. Особенный вам какой-то, не знаю, респект, что вы сегодня с нами. Так вот, что такое город Каракол? Те годы, когда мы там жили. Я сразу оговариваюсь, потому что кто-то скажет, да у нас все по-другому, особенно каракольские, кто будет комментировать. На основании того, что мы там жили, я сегодня буду проповедовать. Так вот, город Каракол, те, кто не знали, это город, в котором где-то в конце ноября, в начале декабря выпадает снег. Ну, в нашу бытность так было, мы там 7 лет прожили, практически каждую зиму так было. И до марта этот снег не таял практически никогда. Но он досыпал, и кто-то скажет, так хочу, чтобы столько было снега, езжай в Каракол. Не молись, пожалуйста, чтобы у нас это было. Снег в голове, что это такое? Я объясню, почему, и потом мы обратимся к Писанию. Когда выпадал снег, чаще всего было так, например, конец ноября, начало декабря, в какой-то момент дул ветер, который называется сантаж, погода резко менялась, и выпадало снега столько, что, например, за одну ночь можно было утром вступить по колено в снег. Выпадало снега очень много. И знаете, что происходило на дорогах? Мужчина уже представляет, он смеется над этим. Потому что этот снег никто не чистил, а машины все продолжали ездить по этим дорогам. Происходило вот что. Самый резкий, самый дерзкий, который проезжал, он создавал такую проходимую колею. И потом все старались держаться этой колеи на дороге. Вы понимаете, да, о чем я говорю? И вот когда в течение дня, в течение недели, в течение месяца по одному и тому же пути едут все машины, снег досыпает, мороз домораживает, там намораживается такая определенная колея. И если у тебя маленькая машинка, заднеприводная, у тебя нет кватро, то знаете, что происходит? Ты едешь по дороге в колее, и вдруг тебе, ты понимаешь, нужно повернуть налево или направо, или куда-то просто съехать с дороги. И ты пытаешься крутить руль. Как бы долго ты его ни крутил, ты все равно будешь продолжать ехать по этой колее. Понимаете, о чем разговор сегодня? Вы уже предполагаете, о чем я буду проповедовать? В наших головах периодически зима не заканчивается. У нас есть колея, по которой мы ездим из раза в раз, хотя даже понимаем, что нам не туда. Мы понимаем, что нам надо по другой дорожке начать мыслить, начать думать по-другому, но что-то настолько сильно протоптано, и у нас как будто бы не хватает сил с этой колеи съехать, и мы продолжаем катиться, хотя даже вроде бы и руль налево повернули или направо. Второе послание к Коринфянам, 10 глава, мы обратимся к Писанию. Там это слово, которым я сейчас говорю, колея, названо немножко по-другому. Хотя мы и живем в этом мире, мы не воюем так, как этот мир воюет. Мы сражаемся не обычным оружием, но оружием Бога, которое способно разрушить самые неприступные духовные твердыни. Здесь колея в нашей голове,
колея, по которой мы продолжаем, даже если понимаем, что это неправильно, даже если понимаем, что у Христа совсем другой образ мышления, даже если понимаем, что Господь хочет, чтобы что-то изменилось, мы продолжаем мыслить по-старому, потому что там накатанная колея, потому что нас несет по этой колее, и как будто бы не хватает силы оттуда вырваться или оттуда свернуть. Писание через апостола Павла называет это твердынями. Это укрепленные места. Это то, что в нашем разуме построено. И дальше в 5 стихе написано так. Мы опровергаем доводы и опрокидываем все надменно воздвигаемые препятствия против познания Бога. Мы берем в плен каждую мысль, чтобы сделать ее послушной Христу. И 6 стих. Мы готовы наказать всякое непослушание, как только ваше послушание станет совершенным. И здесь, когда мы читаем это Писание, мы отчетливо отдаем себе понимание или отчет в том, что война, битва происходит сегодня в нашей голове. Сегодня идет духовная война, и эта война не где-то на каких-то полях сражения, где-то неведомых, где-то там. Это вот здесь. Вот здесь, внутри нас, идет война. По какой колее я покачусь? В какую сторону я покачусь? Каким мыслям я позволю здесь жить? Каким мыслям я позволю здесь быть? Но так, как мы пришли многие из мира, так как мы привыкли мыслить разного рода стандартами, на нас влияла культура, на нас влияло воспитание. Мы очень долго, многие из нас, мы находились во власти греха, мы находились во власти дьявола. На нас влияли люди, которые были нечестивые. И вот это все создало определенный образ мышления, который необходимо вот здесь победить. И эту зиму, каракольскую зиму, из нашей головы нам нужно сделать все, чтобы выбить, сломать, победить, не спровергнуть, взять в плен, как хотите называйте. Я сегодня говорю о колее. И знаете, каждому из нас нужен бульдозер в голове. Скажи бульдозер. Скажи своему соседу, скажи, тебе нужен бульдозер в голове. Тебе нужен бульдозер в голове. И если не будет этого трактора, если не будет этого бульдозера, который кладет на дорогу свой, это не ковш, это как-то по-другому называется, который вот этот. Когда он кладет, который вот этот на дорогу, и начинает просто шкребать эту дурацкую колею, по которой ты катился, шкребать, выгребать, скрести, любое слово можете вставить сюда, которое вам понравится, снимать с территории твоей головы эту колею. Нам нужен такой бульдозер, который поможет нам выправить наше мышление, потому что все рождается в нашей голове, и поражения здесь рождаются, и победы здесь рождаются. И так важно, какие мысли в твоей голове, о чем ты думаешь, к чему ты привык, что стало частью твоего мышления, что стало частью твоих твердынь, что стало частью вот этой колеи, по которой ты сегодня катишься. Знаете, сколько раз у меня были такие ситуации, когда я понимаю, я еду на своем «Жигули», у меня тогда «Жигули» была, я еду на своем «Жигули», и я понимаю, что сейчас мне надо выехать из колеи, но у меня не будет силы для этого. У меня нет для этого никакой возможности. Как бы я ни крутил колеса, как бы я ни подавал газку, или наоборот, как бы я ни скидывал этот газ, там такие большие бугры, на которые мой «Жигули» не может заехать, на котором нет квадра, на котором нет 21-х колес, на котором нет гигантских шипов, благодаря которым он сможет заскочить. Как часто я попадал в такую ситуацию, когда ты должен поворачивать, а ты продолжаешь катиться по инерции вперед, прямо, не туда, куда тебе надо. Знаете, когда я размышлял над сегодняшней проповедью, у меня был построен план, я уже знал, с чего я начну, чем я закончу. Когда мы здесь стояли на поклонении, вдруг я вспомнил, вдруг это как озарило мою голову, я чувствую, что я должен об этом сказать, что есть некоторые вещи в нашей жизни, которые ты
должен, не знаю, не просто должен, ты обязан эти вещи преодолеть и победить. Это все, что связано с твоим собственным «я». Потому что только когда наше «я» умирает, только когда все, что связано с вот этим маленьким царьком по имени «я» внутри моего сердца умирает, по мере этого умерщвления «я», там появляется все больше и больше Христа Иисуса. И вот, когда я стоял во время поклонения, я вспомнил, что когда-то давно я выписал или записал у себя в заметках 8 слов, которые начинаются на слово «само». И я хочу, чтобы ты запустил трактор, запустил бульдозер и победил в себе все, что связано с этими 8 словами. Потому что если ты не умрешь как царек внутри своей жизни, внутри своего вот этого вот престола, на котором должен воссесть Христос, Его цели, Его праведность, Его жизнь, Его желания, если внутри тебя не умрет царек по имени «Я», ты никогда не сможешь преуспевать в Боге. Так вот, 8 слов. Первое – самодур. Самовлюбленный, самодовольный, самоуверенный, самонадеянный, с самомнением, саможалостливый, самоправедный, самодостаточный. Друзья, знаете, как в последнее время ты сталкиваешься вот с человеческим характером, с человеческими какими-то, с человеческими отношениями, с человеческим взглядом, и ты понимаешь, как много вот этого «само» во всем, что связано с нами. И если мы хотим прорыва, мы хотим побед, это должно умирать внутри нас. С этим нужно научиться что-то делать, с этим нужно сделать какие-то вещи, благодаря которым мы это начнем преодолевать, благодаря которым мы начнем через это проходить и это оставлять в прошлом. Потому что, знаете, вот мы все вышли практически из одного прошлого, примерно у всех оно так или иначе очень похоже. Нас отвергали в жизни, мы переживали отвержение, мы переживали недооцененность, мы переживали разного рода троллинг, предательство, буллинг, насилие, да все, что хотите, все, что связано с отвержением. И вот когда ты внутри переживаешь это отвержение, всегда внутри тебя будет огромное желание самоутвердиться. Вот через эти 9 слов. 8-9 слов. Прийти к такому состоянию, когда ты чего-то добьешься, ты в своем собственном разуме станешь кем-то, и ты станешь человеком, которым, как ему кажется, что-то победил, что-то преодолел и чего-то добился. Но это страшные, на самом деле это очень страшные слова. Я выписал всего лишь 5 мест Писания из книги «Притч», которые говорят об этом корне «само». И вот здесь Притча 18 глава 13 стих написано так. «Перед падением возносится сердце человека». Человеческое сердце становится самонадеянным, самоуверенным. Когда мы говорим про то, что человеческое сердце возносится, многие из нас, мы не отдаем себе отчета в том, как это легко с нами происходит. Когда у нас вроде бы маленькое какое-то достижение, и мы уже сравнивая себя с другими людьми, мы надмеваемся над этими людьми. Мы ставим себя выше этих людей. Мы начинаем свысока с этими людьми разговаривать, свысока вести себя с этими людьми. И Библия говорит, что перед падением происходит такое с человеческим сердцем. Потому что следующее, что будет переживать такой человек, он увидит падение в своей жизни. Это мудрость, которая записана в Библии, и это мудрость, которую почему-то игнорируют люди Божии, которые непосредственно соприкасаются с этой Библией. Друзья, когда мы говорим о самодовольстве, самоуверенности, самонадеянности, самомнении, самоправедности, самодурстве, саможалости. Вспоминайте эти места Писания, которые оставил нам Бог в притчах. Еще одно место Писания, 11 глава, 2 стих притчи. «Придет гордость, придет и посрамление, со смиренными мудрость». Придет гордость, придет и посрамление. Почему столько всего происходит сегодня вокруг нас, на что мы не рассчитывали, что мы не планировали в своей жизни, того, что, может быть, не совсем в каком-то добром ключе нас выставляет. Потому что начало было в том, что мы игнорировали предупреждение, придет гордость, придет все, что связано с моим самомнением, самонадеянностью, и будет обязательно падение. Третье место Писания. Погибели предшествует гордость и падению надменность. Притча Соломона, 16 глава, 18 стих.
Дальше, 26 глава, 12 стих. Там сказано вообще так интересно. Вопрос задает автор и говорит: видал ли ты человека мудрого в глазах его? Ох, сколько этих мудрых людей вокруг нас. Сколько этих мудрых людей вокруг нас. Ты сталкиваешься с людьми, которые эксперты во всем. Эксперты в том, как надо строить церковь, хотя ни разу никогда не открывал даже вот такого маленького служения. Эксперты, как лечить зубы надо, которые говорят, наставляют врачей, которые сначала 10 лет учатся, потом еще 20 лет практики, опыта, и наставляют этих людей. Эксперты в том, как надо петь, играть на гитарах. Это люди, которые эксперты во всем. Вот любая какая-то область, в которой этот человек вот чуть-чуть что-то слышал, немножко вот как в том месте, где я когда-то вырос, говорили, верхушек нахватался, просто об этом услышал где-то в интернете, какой-то YouTube-канальчик посмотрел, каких-то проповедников послушал, и эксперт в своих собственных глазах. Библия говорит: видал ли ты такого человека, мудрого в глазах его? Знаете, смешно, например, человек занимается 30 лет сантехникой, приходит зеленый, который просто на ютубе чего-то насмотрелся и начинает тыкать и говорить: надо было вот так сделать, ты неправильно сантехникой занимаешься. Сколько этого в наших жизнях? Мы эксперты в духовной жизни, мы эксперты в построении семьи, мы эксперты в воспитании детей, мы эксперты в том, как зарабатывать деньги, мы эксперты в том, как заниматься той или другой деятельностью, сами ничего не добившись. Это то, что Писание называет самоуверенные, самодовольные, самонадеянные. Как часто приходят, знаете, вот мы даже не замечаем этого. Это было со мной. Я наблюдал это в своей жизни, я наблюдал это в жизнях разных людей, которые были рядом. Как часто у нас что-то маленькое получилось, нам что-то маленькое удалось сделать, и мы такие эксперты уже, мы уже налево-направо раздаем советы, мы уже обучаем людей, мы уже говорим, как жить надо. Тем людям, которые гораздо больше нас могут, знают или прожили, или там опыта имеют. Друзья, я хотел бы просто сегодня говорить с вами о наших мыслях, о том образе мышления, который внутри нас построен. Из-за огромного количества отвержения, внутри нас огромное количество этой гордости. Она проявляется в разных сферах. Разные грани у нее существуют. Но это все, что связано с моим собственным «я». Когда я крут, когда я могу, когда я чего-то достиг, когда я что-то понимаю, я уже видел, я уже слышал, я уже могу. Вот это состояние, оно должно умирать внутри нас, если мы хотим видеть больше образа Христа в наших собственных сердцах. Запусти бульдозер сегодня в свою голову. Когда приходят эти мысли снова и снова, когда ты думаешь, знаете, так смешно всегда наблюдать за подростками. Это люди, которые уже все знают в этой жизни. Вот правда. Ты наблюдаешь за ними, и он тебе начинает разжевывать жизнь, как жить надо. Старик, ты вообще не в теме, ты вообще не догоняешь. Надо вот так или надо вот так. А когда ты ему говоришь: братишка, я там был, где ты сейчас находишься. И я знаю, к чему это приводит. Он говорит: капец вы, Денис, туповатенький. Мы внутри так думаем, мы внутри машем рукой и говорим: да, это твое мнение. Да, это твой взгляд. Это ничего не стоит. У меня будет все по-другому. Капец ты туповатый. Мы внутри думаем так о людях. Как часто, знаете, вот мы в таком состоянии находимся, что нам даже не с кем посоветоваться, потому что мы настолько большие в своей голове. А рядом все люди настолько мизерные, настолько недостигшие, настолько ничего не могущие и не знающие, что мы даже не знаем, с кем нам посоветоваться. Напишу вопрос такому-то проповеднику в Соединенные Штаты. Скорее всего, только он сможет ответить на мой вопрос. Смешно, если бы не было так печально. И мы ездим по этой колее. И мы ездим по этому, знаете, вот этому внутреннему пути самонадеянности, самодовольства. Мне всегда так смешно, когда приходят люди и назидают меня, и говорят: а вот я послушал одного проповедника, нужно делать вот так. Я послушал там 2 проповедников, они говорили: надо вот так. Я очень уважаю разных проповедников. Я очень уважаю то, что ты смотришь, то, что ты где-то там принял что-то доброе в Ютубе. Но не это.
знаете, вот не это является опытом. А когда ты услышал, ты пошел, начал это практиковать, ты пошел, достиг какого-то результата, и потом ты не рассказываешь о том, как надо, а ты просто рассказываешь о том, что произошло в твоей жизни. Ты свидетельствуешь другим людям, и таким образом ты побеждаешь, благодаря слову своего свидетельства, что ты что-то достиг. Но на это может пройти, например, 10 лет, 15 лет. И когда ты придешь свидетельствовать, у тебя будет совсем другое сердце. Не с позиции, сейчас я тебя научу, как тебе жить надо и как тебе что правильно делать. А с позиции смирения ты будешь просто делиться теми вещами, которые произошли в твоей собственной жизни. И там ответ на то, видел ли ты человека мудрого в глазах его, на глупого больше надежды, чем на этого умника, который в своих собственных глазах умный. Не будь мудрецом в глазах твоих, притча 3 глава 7 стих. Бойся Господа и удаляйся от зла. Не будь мудрецом в глазах твоих. Бог предупреждает. Он говорит, скатывайся с этой колеи. Выпрыгивай из этой колеи, в которой люди сегодня находятся. Будь человеком. Знаете, кто такой мудрец? Это который уже всему научился, который уже все знает, который уже специалист. Я 30 лет служу Господу. 30 лет. И сегодня я стою перед Ним на коленях, и я говорю, Бог, учи меня служить для Тебя. Учи меня делать те вещи, говори мне, что мне необходимо делать, чтобы созидалось и строилось Твое Царство Божие, чтобы созидалась Твоя Церковь. Как только ты приходишь к состоянию, что ты уже можешь и знаешь, как проповедовать, ты можешь и знаешь, как правильно пророчествовать, ты можешь и знаешь, как правильно обучить людей, когда ты смотришь и ты видишь недостатки во всех людях, и ты бы дали бы тебе возможность, ты бы всех здесь наставил, как жить правильно надо, и помог бы этим людям процветать. Как только у тебя внутри это состояние, что ты можешь все, ты способен на все, это опасный путь в этой зимней колее. Запусти туда страшный бульдозер с этой штукой, которая будет шкребать твое сердце. Скрести, шкребать не подходит, скрести твое сердце, который будет вычерпывать, выгребать из твоего сердца все те неправильные основы, все те неправильные взгляды, все то неправильное отношение, которое ты можешь иметь и к Господу, и к людям, и к церкви в целом. Мы принимали вечерю, и я вспоминал во время этой вечери, когда я держал в правой руке хлеб, хлеб это всегда символ тела Христова. И я снова и снова в последнее время переживаю эти мысли. Я переживаю, это внутреннее одно и то же переживание. Я думаю о том, сколько мы, как тело Христа, побили своими устами, своими словами, самонадеянными, гордыми, бахвальскими вот такими. Как много мы побили служителей, которые что-то делали. Но, может быть, они искренне что-то делали не так. Они в чем-то могли заблуждаться. Они росли. У них не хватало в чем-то опыта. Они были, может быть, в чем-то несовершенные или, как нам даже кажется, недостойные. Но они что-то делали для Христа. И как часто своими устами мы побили, мы наговорили на этих людей разного рода негатива, разного рода злых слов. Знаете, я одной вещи сегодня придерживаюсь. Все больше и больше с годами я благодарю Бога за каждого служителя, который сегодня посвятил себя Христу, который бежит за Христом и который что-то делает искренне для Христа, не ради выгоды. Это другая категория людей. Я не уважаю людей, которые ради какого-то желания самоутвердиться, что там в чем-то, я не знаю, обогатиться на чем-то. Нет, я не про этих людей говорю. Апостол Павел говорил, делатели нечестные. Но я очень Бога благодарю за всех тех верных служителей Христа, которые оставили, может быть, даже работу, они оставили какие-то бизнесы, они сегодня, может быть, еле-еле концы с концами сводят, но они что-то делают для Христа. И, может быть, что-то делают не так, может быть, правильно, как я уже сегодня понимаю. Может быть, они делают какие-то ошибки. Я благодарю Бога за этих людей, молюсь за этих людей. И если вдруг кто-то из этих людей упал, я прошу, Бог, дай им достойный плод покаяния. Потому что эти люди достойны уважения. Знаете, Иисус такие слова сказал. Мы сегодня читали это с семьей утром в послании в Евангелии от Матфея. Там сказано так, что Он говорит, жатвы очень много, но всегда одна и та же дилемма. Где взять делателей?
жатвы много, но всегда одна и та же проблема. Не хватает делателей. И те делатели, которые сегодня есть, многие из них, они оставили, кто-то бизнес оставил, кто-то оставил, может быть, свое светское образование, благодаря которому мог бы хорошую позицию занимать и зарабатывать. Эти люди, они, может быть, поехали куда-то, не в Нью-Йорк, не в Париж, поймите меня правильно. Поехали в какой-нибудь Каракол, поехали в какой-нибудь Сукулук, поехали в какие-то малые места, чтобы служить людям там. Это не модно сегодня даже об этом говорить, не модно этим хвастаться. Мне так смешно, когда... Вообще хвастаться не модно у Бога. Но когда люди хвалятся, там, я молился, Бог мне открыл возможность уехать в Америку, и что? Ты смотришь на этого человека, и тебе печально. Бог его призывал, чтобы он служил для Христа и был делателем. Этот человек просто уехал жить в теплое место, смотреть на пальмы, по утрам пить кофе и наблюдать за дельфинами, как они там. И потом человек выходит, и знаете, это так смешно, этот человек хвалится тем, что он молился, просил, и Бог ему открыл. Знаете, я за то, чтобы мы сегодня выходили и говорили, Бог мне сказал, чтобы я поехал туда-то, чтобы я пошел туда-то, служил вот таким-то людям. И знаете, так смешно, почему-то всем Бог всегда говорит ехать в Америку. И как один служитель сказал, нелепо и так глупо. В Америке живет 90% всех христиан мира. 90%. Ну, образно говоря, да, там. Так смешно, что еще и 90% всех служителей этого мира, они стремятся туда уехать и там кого-то спасать. Мне очень нравится, когда люди, они готовы умирать для себя, когда они готовы на Божьи призывы отвечать. И что-то пойдет не так, и что-то, может быть, не будет получаться сразу. Люди будут сталкиваться с какими-то вещами, которые будут идти не туда и не так. Но так важно, когда его кто-то поддерживает, кто-то за него молится, когда тело Христа стоит за этого человека, делателя Божьего, и говорит, Бог, он упал, может быть, даже. Я закрою свой рот, я не буду про него ничего говорить, я буду молиться, чтобы ты дал ему достойный плод покаяния. Я никогда не забуду, как я встретился с одним парнем, и он рассказывал мне историю о том, как он уехал из Америки. Он не приехал в Америку, а как он уехал из Америки. Этот человек, он говорит, мы с женой, они там жили в небольшом белорусском городочке и поженились в конце 90-х или там в середине 90-х. Тяжелое время, нищее время, особенно в малых городах люди выживали. Я представляю, сколько он бульбы сожрал за свою молодость. Он говорит, у нас была такая мечта получить грин-карту и уехать в Соединенные Штаты. И благодаря тому, что они там были потомственные верующие, они получили грин-карты, уехали и жили в прекрасном месте где-то во Флориде. Представляете, что такое Флорида? В декабре плюс 25, серферы катаются по морям, красивые люди ходят немножко голенькие, и ты понимаешь, что вау! Ты еще американские доллары зарабатываешь при этом. 3-4 там просто на дурацкой работе, на неквалифицированной, за которую ты здесь $100 бы, может быть, еле-еле получал. И ты такой красавчик. И он говорит, я попал в место, где вместе со мной русскоязычные работали. Они меня взяли к себе в бригаду зарабатывать деньги. И они занимались кровлей, крышами. И он говорит, в очередной раз мы закончили очередную крышу, и такой закат. Знаете, вот когда там на море садится солнце, пальмы, птицы поют, летают чайки. И он говорит, я сижу на этой кровле и понимаю, Бог, ты поселил меня в рай на земле. Я уже сегодня нахожусь в раю. И он такой счастливый. И он такой просто, знаете, вот Богом человек сидит и наслаждается, что Бог привел его в это место. И вдруг он слышит в своей голове мысли. Собирайся, я хочу, чтобы ты поехал и служил для меня в Российской Федерации на Урале. И Бог показал ему город. Что такое Урал зимой? И что такое Флорида зимой? Это реально небеса и не небеса. И он говорит, in the name of Jesus, связываю тебя, дьявол, во имя Иисуса. И он говорит, я спустился, а внутри радость от того, что я, говорит, понимаю. Если бы это был Бог, а Бог делает так, если Он говорит мне, то Он обязательно скажет моей жене. И Он говорит, я знаю 100%, что моей жене такая идиотская шальная мысль никогда в голову не придет. И он говорит, я спустился, выдохнув с этой крыши, понимая, что я никогда отсюда не уеду, потому что Бог не сможет до моей жены достучаться. И он говорит, в один прекрасный день, через несколько дней, прихожу домой,
вечером после работы, и мы сели на террасе нашего дома, смотрим в очередной раз на море, на закат, и говорит, я мешаю ложечкой сахар в своем чае. И жена мне говорит, знаешь, дорогой, сегодня Бог со мной разговаривал. Да, и что же Он тебе говорил? Бог мне сказал, чтобы мы собрались и уехали служить на Урал. И Он говорит, я эту чашечку вместе с ложечкой, вместе с чаечком выронил из рук. Этот человек в конечном итоге, я не знаю, где он сейчас, я с ним встретился на Урале. И он был миссионером Соединенных Штатов на Урале. И он служил на Урале. Знаете, так это дорого стоит сегодня, когда ты можешь выехать из своей накатанной трассы, из своих уже планов построенных, которые ты здесь в своей собственной голове себе понапридумывал. Вот здесь у нас, у многих столько этих простите меня, пожалуйста, но это идиотские планы, которые связаны только с моим «я», где «я» на троне восседает, где Иисусом даже запаха нету Иисуса, Его планов, Его целей. Это люди, которые смеются над теми, которые все оставили в Бишкеке, поехали куда-то в малые города служить Христу. Потому что у них там «я» все еще продолжает сидеть на этом троне нашей собственной жизни. Давайте сделаем сегодня что-то, запустим этого бульдозера. А кто такой бульдозер? Это Слово Божие. 1 Иоанна, 2 главу. Здесь написано так. Когда мы читаем о разных людях, которые существуют сегодня в церкви, Иоанн описывает этих людей определенным возрастом, к которому он может отнести этих людей. И он говорит так, что я пишу вам, дети, потому что вам ваши грехи уже прощены вам ради Его имени. Здесь написано, что дети – это люди, которые сделали первый шаг в познании Бога. Они поняли, насколько Бог благ, простивший их грехи, который не вспоминает больше их прошлое. Это люди, которые при начале пути, на самом деле, христианского. Дальше написано так. 13 стих. «Я пишу вам, отцы, потому что вы познали того, кто существует от начала». Это люди, которые знают сердце Божие. Это люди, которые это сердце Божие могут передать другим. И дальше написано так. «Я пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Здесь сказано, что есть категория людей, и это люди, которые что-то увидели в своей жизни. Про них сказано, что они победили лукавого. И кто эти люди? Как они его победили? 14 стих, там описывается, каким образом они победили. Давайте сразу к юношам перейдем. Там написано, вы, юноши, сильны, потому что в вас Слово Божие, и вы победили лукавого. Вот единственный бульдозер, который сможет соскрести. Это люди, которые позволили Слову Божьему здесь поселиться и выгрести, соскрести с нас эту старую колею нашего мышления, наших взглядов. Отвал. Спасибо, к концу собрания мы поняли, какой штукой надо ломать эту колею. Эта штука называется Слово Божие. Слово Божье. Только Словом Божьим ты сможешь поломать внутри себя вот эти взгляды, вот эти какие-то идиотские понимания, на которые ты снова и снова возвращаешься. Сколько у нас этих идиотских мыслей, о которых нам самим иногда перед собой стыдно. Мыслей, связанных с обидами. Нас еще никто не обидел, а мы уже обиделись. Сколько внутри нас зависти. Сколько внутри нас неверия, сомнения. Это все мысли. И это все привычки. С детства у многих из нас мы привыкли так думать, что всем Бог даст, а мне точно не даст, потому что я недостоин. Это вот здесь твердыня, это вот здесь колея. Мы привыкли здесь относиться к себе определенным образом, к людям определенным образом. Сделай так, чтобы внутри тебя поселилось Слово Божие. И оно начало своим, как бульдозер отвалом, оно начало своей силой вычищать из твоей жизни всю эту лживую колею, ломать эти твердыни внутри тебя. Сколько этих твердынь в нашей голове? Я сегодня говорил о служителях. И один из типов служителей – это люди, которые сегодня ищут славы для себя. Это люди, которые ищут все, что они хотят, известность, деньги, слава. Они хотят пользоваться какими-то благами, которые, может быть, какая-то церковь уже имеет. И ты смотришь на этих людей и думаешь, интересно, а готов ли этот человек все оставить, начать с нуля и все, что у него есть, наоборот, пожертвовать на то, чтобы какое-то служение стало развиваться? Нет. Нет, это люди, которые сегодня, как им кажется, на вершине пирамиды.
Они главные, перед ними все преклоняются. Их там называют Денис Викторович, здравствуйте, дорогой. Какой Денис Викторович? Пастор Денис Викторович, здравствуйте. Двумя руками, в щечки, в ручки целуют, поклоны устраивают. Это люди, которые ищут своих каких-то корыстных целей от того, что они служат. Знаете, это тоже колея, по которой некоторые служители сегодня катятся. Потому что в том же самом послании, в Евангелии от Матфея, которое я уже сегодня упоминал, там сказано так, что в мире это нормально, когда знать господствует над челядью. А в церкви это безумие, когда ты знать, а это челядь. Там написано, если ты хочешь быть высшим, если ты хочешь быть большим, если ты хочешь быть каким-то значимым, он говорит, сделайся для каждого из этих людей слугою. Слуга. Я за то, чтобы, например, пасторов называли «Здравствуй, слуга Денис». «Здравствуй, слуга». Любое имя можете подставить. Сколько пафоса. Сколько мы почтения хотим, сколько мы позиций хотим, сколько власти мы хотим, сколько мы хотим, знаете, вот людям рассказывать, указывать. Некоторых людей вообще нельзя допускать до позиции служителя, потому что человек забывает, что служитель, корень в этом слове слуга. Он почему-то думает, что это начальник, это главарь, это глава, главитель. Не главитель, служитель. Люди, которые хотят сегодня по-настоящему угождать Богу. Знаете, если мы хотим видеть Бога в нашей жизни, если мы не хотим играть в религию, в какую-то совершенно глупую религию, нам нужно что-то сделать с нашим самомнением, с нашим вот этим «я», все, что связано со словом «само». Я хотел бы, чтобы мы, знаете, думали не о том, кто, как, сколько нас ранил, кто нам чего не додал, кто нам чего не дожертвовал, кто вокруг нас неправильные люди. Я хотел бы, чтобы ты не об этом думал. Я хотел бы, чтобы ты думал о своем собственном сердце. Какое твое отношение к людям, какое твое отношение к церкви, какое твое отношение к служителям, какое твое отношение к власти, к начальству, как ты относишься к тем или иным людям вокруг себя. Что с тобой сегодня ты хотел бы, чтобы Бог сделал? Какие перемены ты хотел бы, чтобы Бог сегодня сделал? И запусти с сегодняшнего дня бульдозер. Возьми слово, например, смирение. Возьми слово, к примеру, та же самая гордость. Возьми слово возносится. Вот все, что мы сегодня, к примеру, из притч брали, это такой хороший образ того, о чем мне стоит размышлять и что мне стоит запустить в свое мышление, чтобы мне снова и снова на свою старую колею не выползать. Чтобы мне разрушить эту колею и ехать туда, куда меня Дух Божий посылает, а не туда, куда мозги мои привыкли думать и ехать.